предоставляется первому заместителю председателя Якутской городской думы, депутату по Гагаринскому округу Марине Сергеевне Силкиной. Дорогие участники этого прекрасного мероприятия, коллеги, друзья, сегодня действительно очень знаковое событие. Я вас искренне поздравляю с таким прекрасным праздником, днем любви, семьи и верности. И думаю, что мы в Гагаринском округе с вами большая, дружная семья. Нам все с вами под силу. Я думаю, что мы с вами все можем преодолеть. Все вопросы решаем совместно. И говорю всегда, один более не воин. Сегодня, конечно же, я понимаю, что очень много усилий было затрачено для того, чтобы наша больница, а этому зданию 53 года, сегодня имела такой облик. Я, будучи еще ребенком, приходила в эту больницу, приводила меня мама. И это здание вместе со мной развивалось, вместе со мной и с моей семьей в каких-то участвовала в инновационных проектах. И я сегодня очень рада, что возглавляет нашу больницу Светлана Афанасьевна. Очень неравнодушный человек. Человек, который всей душой болеет за то, чтобы всегда была для наших жителей подготовлена и создана комфортная среда. Чтобы было им приятно приходить и получать медицинские услуги. Чтобы их обслуживали настоящие профессионалы своего дела. И я очень горжусь, что я работаю рядом с вами, с такими прекрасными людьми. Да, действительно, мы все живем тем, чтобы в нашем Гагаринском округе была построена современная больница. И мы очень надеемся, что в скором будущем она будет построена. Ну а сегодня мы радуемся тому проекту, который сегодня осуществлен. Благоустройство территории этого здания. Я думаю, теперь нашим жителям, особенно многодетным семьям, нашим ветеранам, пожилым людям будет очень удобно заходить в это здание. Поздравляю вас всех, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всем нам, конечно же, полного неба. Спасибо. Слово предоставляется главному врачу Якутской городской больницы номер 2 Светлане Афанасьевне Васильевой. Начинаем торжественную церемонию награждения за вклад в развитие благоустройства Гагаринского округа и добросовестную работу. Благодарственное письмо Якутской городской думы вручается индивидуальному предпринимателю Саиджалую Махмилову. Это благодарственное письмо мы передаем Андрею Владимировичу. Он приболел, я думаю, что... Спасибо. Слово предоставляется главному врачу Якутской городской больницы номер 2 Светлане Афанасьевне Васильевой. Добрый день, уважаемые жители Гагаринского округа, дорогие коллеги, приглашенные, наши гости. Сегодня у нас очень радостное и замечательное событие. Мы сегодня презентуем благоустройство нашей территории. Здание 65-го года постройки. Конечно, это очень старое здание. Благоустройство нашей территории, этот вопрос
как скажем, уже давнишний, старый вопрос, да, вы все прекрасно помните, какая дорога у нас здесь была, не было вот этих дорожек асфальтированных, да, этот вопрос мы ставили уже давно, но, к сожалению, в статьях расходов медицинских организаций благоустройство территории не входит, поэтому вот эту программу мы никак не могли профинансировать. Вы все знаете, что мы сейчас все активно работаем над реализацией проекта «Вежливое здравоохранение», создание комфортных условий для наших пациентов. И вот это благоустройство территории, нашей территории, как раз есть и одно из мероприятий создания комфортных условий, доступной среды для наших посетителей, для наших пациентов и для наших медицинских работников. Я как сказала, что этот вопрос очень такой старый, да, который долго-долго лет не решался, но есть такой у нас замечательный человек, как Андрей Владимирович Петров, который здесь у нас присутствует, член партии «Единая Россия», член политсовета партии «Единая Россия», мой соратник, друг, который сразу же на мою просьбу отозвался и, недолго думая, фактически за одну неделю он подарил нам вот такое благоустройство нашей территории. Во-первых, сделаны подъездные пути, да, как вы видите, да, отсыпано песком, сверху гравием, плюс сделаны с обеих сторон, значит, асфальтированные дорожки. Плюс мы еще отремонтировали входную зону, это наше центральное крыльцо. Поэтому от всего коллектива, наверное, от всех жителей я благодарю сердечно, от всей души Андрея Владимировича за оказанную нам помощь. Это большого стоит. Огромное спасибо, благодарность, Андрей Владимирович. И я думаю, что наши пациенты, наши жители Гагаринского округа, наши медицинские работники оценят ту помощь, которую оказал нам Андрей Владимирович. Спасибо большое, Андрей Владимирович. За оказание содействия и плодотворное сотрудничество благодарное письмо от администрации Кутской городской больницы номер 2 вручается члену политсовета ему партии «Единая Россия» Андрею Владимировичу Петрову. Слово предоставляется главному специалисту управы Гагаринский округ Ирине Робертовне Зарлатовой. Здравствуйте, дорогие жители! Так получилось, что сегодня мне далась возможность перед вами выступить. Большое спасибо еще раз, Андрей Владимирович, большое спасибо всему штабу «Единой России» за то, что не просто словом, а делом осуществляют все, что нужно хорошего для людей. Примером, делом и примером, не словами. Я понимаю, что все, что это было сделано, это шло от души, от сердца. И оценка наша должна быть в первую очередь. Понимаю, что здесь и финансовые затраты немалые были положены. Самое главное, это движение сердца этих людей. И большое, огромное спасибо им за это. Управа Гагаринского округа в свое время пыталась что-то изобразить года 3 назад, какую-то дренажную системочку, что-то тут копали, ну, пытались осушить как-то территорию. Но, к сожалению, вот эти новостройки нас, конечно, эту территорию больницы посадили в ямочку в такую, и много лет у нас ничего не получалось, ни совместными силами, никак. Вот спасибо большое, что вы сорганизовались, что вы велением своей души и сердца все это сделали для людей. Самое главное для людей, и мы должны это понимать. Я также житель округа, я здесь росли мои дети, здесь все лечились, приводили свое здоровье в порядок. Спасибо за то, что нам теперь будет намного комфортнее пользоваться услугами нашей дорогой, единственной Якутской городской больницы номер 2. Слово предоставляется члену политсовета ему партии «Единая Россия» Андрею Владимировичу Петрову. Всем добрый день. Могу сказать то, что, возможно, сегодняшнего торжества бы не состоялось, если бы главный врач Якутской городской больницы номер 2, ну, можно сказать, не болел душой за свою поликлинику, за свое медучреждение. Ну и, конечно же, могу сказать, она всеми силами старалась для того, чтобы эта территория все-таки благоустроилась. И она обращалась во многие общественникам, инстанции разнообразные. Но могу сказать, результат был не совсем есть тот, который надо. И могу сказать,
вот эта тоже работа, то есть произошла, я считаю, что она совместная. Это не только, то есть вот то, что я пришел, что-то здесь сделал. Это работа в первую очередь, конечно, с Светланой Афанасьевной, то есть, как можно сказать, которая болела душой. И инициативу проявляла, конечно, Марина Сергеевна Силкина, потому что она депутат Якутской городской думы. И это общественное место социальной значимости. И, конечно, здесь должен быть порядок. Скажу так, что все, что мы смогли сделать за такой короткий срок, это, наверное, скорее всего, пусть будет начало вот, благоустройства этой поликлиники. И, конечно же, мы еще в дальнейшем постараемся еще повысить уровень отсыпки здесь сделать и укатку сделать. Я думаю, еще, то есть, будет она понаряднее, покрасивее. Ну и могу сказать всем, конечно, жителям Гагаринского округа будет удобно и доступнее посещать это медучреждение. Сам я гагаринец, у меня все родственники здесь живут. Могу сказать, посещаю эту поликлинику, сам и мои родственники. И, конечно же, то есть, мне очень приятно, то, что... Салют! Будет приятно, конечно, всем, то есть, посещать именно эту поликлинику, то есть по нормальным подъездными путями и, конечно, по дорожкам, которые мы сделали. Всем спасибо. Слово предоставляется жителю Гагаринского округа 6 Татьяне Георгиевне. Выразить благодарность поликлинике номер 2, администрации главного врача Васильевой Сергеевны Афанасьевны. За благоустройство дороги, тротуара. Наконец-то у нас все появилось. Мы, пациенты, не будем прыгать теперь через лужи на прием к врачу. Но остался самый главный вопрос. Это строительство новой поликлиники. Ну, надеемся, что мечты наши сбудутся. Удачи вам! Право перерезать клеточку предоставляется нашим дорогим гостям. На территории Якутской городской больницы номер 2 вас поздравляет Елена Андросова. Добрый день, с праздником!